В Академии юных талантов открылась баскетбольная смена. Основная задача – подготовка ребят ко всероссийским и республиканским соревнованиям. Дарья Филитова расскажет, как проходят сборы юных спортсменов. Бег, прыжки, легкая атлетика. Каждое утро баскетболистов начинается с зарядки. Их время расписано по минутам. Тренеры строго следят за режимом сна и питания. Говорят, без этого успех невозможен. Задача нашей подготовки в данном сезоне является развить у детей, опять же, потенциал, который у них есть, да, и как-то расширить их багаж, не знаю, там, технических знаний, тактического мастерства, да, нарастить физическую базу, потому что эти элементы являются очень важной, так сказать, да, основной частью, с помощью которых они потом будут решать игровые задачи. За культурно-досуговую часть отвечают специалисты из Академии и Центра особо охраняемых природных территорий. Проводят для детей экоуроки, учат разделять мусор, рассказывают о видах отходов и в целом влиянии человека на природу. Все это в игровом формате. Для баскетболистов эксперты приготовили эко-квиз, в котором нужно правильно ответить на вопросы по экологии, и игру по станциям. Планшеты для игры – результат совместной работы Москвы и Норвегии. Такой человек, который может посмотреть на картинку, он видит любой экосовет, да, но когда он повернет картинку, он может увидеть тот экосовет, который зашифрован в данной картинке. И как раз-таки нашим ребятам, которые будут участвовать в нашем тренинге сегодня, представится возможность угадать, какие экосоветы спрятаны за этими картинками, и может получить какие-то новые знания. Попытка собрать баскетбольную смену в Академии уже была. Тогда в планы вмешался ковид. В 2020 году смена прошла дистанционно. В этот раз тоже действуют ограничения. Родителям сыктывкарских ребят разрешено посещать их только в определенные дни. Однако для детей это возможность посвятить свое время любимому виду спорта. Злата Туркина рассказала, как начался ее путь в баскетболе. В начальной школе нам раздавали листовки с приглашением на баскетбол. Я сначала подумала, зачем мне это надо. В итоге я пришла, попробовала, мне очень понравилось, и я осталась, и уже занимаюсь 6 лет. Эти сборы знаменуют для спортсменов начало нового сезона. Дальше в планах первенство республики и первенство России. У нас очень большие планы, мы много тренируемся и готовимся к этому постоянно. И очень хотим выиграть. Но я думаю, мы выиграем. Потому что мы сильная команда, у нас хороший тренер, и в целом у нас все получается. В следующем году планируются 2 баскетбольные смены для старшего и младшего составов. Сейчас Академия готовится принять гуманитариев и игроков секции мини-футбола. Дарья Филитова, Алексей Паршуков, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.